мой глубоко уважаемый коллега Светлов больше расскажет в этом видеоматериале чуть попозже. И сегодняшняя наша тема — это Таджикистан. Это, в принципе, ужасная история прав человека, и мы внимательно следим за событием в этой стране в течение последних лет. Но не только мы, и многие другие специалисты видят, что действительно в Таджикистане имеет место кризис прав человека, который постоянно происходит в течение последних лет. В течение последних в течение прошлых лет активисты исчезали, их убивали и, естественно, изгоняли из страны. Но те, кто остался в стране, очень часто попадают в тюремное заключение и подвергаются пыткам. Власти также запретили оппозиции, также Таджикской партии исламского ренессанса, возможность ведения деятельности, произошли массовые аресты деятелей, также активистов под разными обвинениями. Кроме того, были властями наняты юристы. Кроме того, власти преследуют друзей и кровных всех тех, кто имеет смелость работать в Душанбе. Несмотря на это, все-таки демократические страны, США, Европейский Союз, не предоставили адекватного ответа на эти события. До сих пор не было конкретных последствий в связи с событиями в Душанбе. Некоторые страны представили заявление в Совете прав человека. В Душанбе власти были призваны к тому, чтобы изменить свой курс, но происходит все как раз наоборот. Ситуация в Таджикистане постоянно ухудшается со дня на день. На этой неделе появились очередные новости, что прокурор То есть говорили своими словами, то, что мы тебя найдем, убьем, найдем, там, заставим поменять свое мышление, твое мышление. Tajikistan is in the midst of a very serious political crackdown. Starting about 2 years ago, the Tajik government started tightening the screws on dissent, hunting its political opponents in and outside the country. Since coming to power in 1992, President Rahman and the people who surround him have come to exercise complete control over Tajikistan. Authorities have relentlessly pursued anyone perceived to be a government critic, jailing hundreds of peaceful political activists, now even jailing leading human rights lawyers and other members of civil society. Human Rights Watch, the Norwegian Helsinki Committee, and other human rights groups have interviewed activists and other victims of this crackdown in Turkey, Moldova, Russia, Belarus, Poland, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and of course inside Tajikistan. We've witnessed the Tajik authorities using trumped-up, politically motivated charges to silence peaceful political opposition activity. In some cases, Dushanbe has even abused Interpol, the International Criminal Police Organization, to manufacture false charges against activists in other countries. В январе 2015 год я узнала, что за мной идет слежка, что за мной преследует, и я нахожусь в розыске в списке Интерпола. Shabnam Hudoodova was an ordinary young woman living in Russia like many Tajiks do, who criticized her government, and for that, the Tajik government listed her on the Interpol database, essentially labeling her an international criminal simply for criticizing the government. This is a tactic that means that a person can be arrested anytime they cross any international border, which is what happened to Shabnam Hudoodova. Когда я приехала в Республику Польша, в Польше не принимали меня, хотели экстрадировать. Для того, чтобы приостанавливать процесс экстрадиции, я попросила политическое убежище на территории Беларуси. Когда меня отправили, вывезли в временный изолятор, там же зашли представители таджикских органов, там же спрашивали, допрашивали, что я хочу, почему я занимаюсь в политике. Они же
называли меня террористка, экстремистка. Shabnam was eventually released and hopefully now will be resettled to a safe third country. Смотрите, Аксун Адинаев, мой брат, да, активист, блогер группы 24, пропал в Санкт-Петербурге 20 дней. За неделю до пропажи прислал скриншот о том, что он находится на линии Интерпола. После этого он 19 мая в 18:53 выходит из своего дома, направляется на Курскую улицу и пропадает без вести. И никто ничего не смог сказать. Как бы. Были встречи с представителями МВД Республики Таджикистан в Москве. Они говорили, намекали на то, что есть отдельная группа, спецгруппа, которая это не КГБ, это не МВД, это спецгруппа определенная для не то чтобы ликвидации, а вот для решения проблем с оппозицией. Он ничего не при чем здесь. Он за слово правда пропал. У него только 24 лет. Он ничего хорошего не видел о жизни. In March 2015, the leader of an opposition movement known as Group 24, Umar Ali Kubatov, was gunned down and killed in Istanbul. После убийства Куватова были анонимные звонки и угроза моей жизни в Стамбуле, и я чувствовал угрозу. То, что наши спецслужбы Таджикистана, как у них рука такая длинная, я решил прилететь в Молдову. После этого я узнал, что таджикские власти обвиняют меня по статье 307, часть 1, часть 2. Меня обвиняют в экстремизме, якобы я создал сообщество и один из основателей таковой группировку. In September 2015, the government banned the most important opposition party in the country, the Islamic Renaissance Party of Tajikistan, jailing hundreds of its members and declaring the party a terrorist organization. Под угрозам и пыткам хотели, чтобы я написал заявление об уходе партии, и под их камерой клеветал о нашей партии, клеветал руководителей партии. И, короче, что они хотели, чтобы я рассказал все в телевидении камере. Сотрудники Комитета национальной безопасности хотели, чтобы я слушал все эти материалы, которые я раньше написал в СМИ, и силой заставили, чтобы я глотил все эти материалы. After torturing Ilham to make a confession, the security services finally released him. Later that night, he managed to escape to the airport, where he fled Tajikistan for his life. The rapidly growing list of political prisoners, the rampant torture, enforced disappearances, crackdown on all political dissent, it all adds up to one thing: the need for targeted measures against key government officials. First, the international community must recognize that Tajikistan И это не было ранее более опасного момента с точки зрения прав человека, либо с точки зрения безопасности в Таджикистане. Наверняка США, Европейский Союз и также все партнеры, международные партнеры терроризма, в том числе международные финансовые институты, должны предпринять конкретные меры и за нарушение прав человека. Благодарю вас за ваше внимание. Как я говорил, это очень серьезные обвинения, которые здесь представлены. Но прежде чем мы начнем нашу дискуссию, еще несколько слов нашей процедуры. Я надеюсь, что будем уважать мнение друг друга. Я желаю признать отвагу людей, которые представили свой материал, видеоматериалы. И мы знаем, что вы знаете, что вы получили отчеты, достоверные отчеты, что люди, которые принимали в
мирном протесте, принимали мирном протесте здесь, в Петипче, были задержаны. Это очень серьезное обвинение. К сожалению, это не исключение. Мы знаем, что действительно задерживаются родственники тех, кто принимает участие в мирных процессах, протестах. И они задержаны именно из-за того, что кто-то предпринимает деятельность в мирных протестах. Я благодарю вас за вашу отвагу. Я знаю, что среди этих людей на самом деле нет многих представителей, профессиональных представителей неправительственных организаций. Есть Таксуна Динева, который исчез, попал без вести после выхода из своей квартиры вечером в мае 2015 года. Он был связан с группой 24, это оппозиционная группа, и он был под надзором, также попал в список Интерпола, и женщина с православной также находится в списке Интерпола, а также и другие люди из Пяти находятся в списке Интерпола. Мы считаем, что это очень сильное злоупотребление деятельностью Интерпола. Так что я попрошу всех участников выступить в краткое время, в течение 5-8 минут.